Отец Александр, а предопределены ли наши судьбы? Или мы все-таки сами строим свою жизнь? Этот вопрос минут на 20 такой хорошей забористой болтовни. Предопределение, как мы видим его, исходит из Божьего предвидения. Но если отвечать на этот вопрос в стиле блиц, спросите у меня, есть ли предопределение, я отвечу, что есть. Но важно, как правильно его понимать. Ребенок, который рождается в этот мир, он уже чем-то предопределен очень многими факторами. Своей наследственностью, возможностями своих родителей. Кто-то рождается в Астане в семье дипломата и профессора, кто-то рождается от басари в семье пастуха. Конечно, он тоже может добиться каких-то социальных лифтов, но в этом плане предопределение есть. То есть у каждого своя мера в этой жизни, у каждого свое место. И это нормально. Апостол говорит, что сосуды есть разные. Также и люди являются сосудами, но все они нужны. Что касательно свободы воли, есть ли она в связи с этим определением? Да, есть. Потому что какие-то решения, которые станут значимы для нас в течение всей жизни, мы все-таки принимаем сами. Да, у нас есть способности. Кто-то музыкант, кто-то математик, кто-то ритор, кто-то там, у кого-то инженерные навыки. Когда человек взрослея начинает это понимать, ему же сам Бог, считай, дает профессию, которая будет его кормить. Он говорит, вот твое место, иди. Но какие-то судьбоносные решения человек принимает сам. Вместе с предопределением, опять же я отмечу, исходящим из предведения Божия, которых предуведи, тех и предуставит, как говорит Священное Писание, совершенно не следует, что мы лишены свободы воли. Это, пожалуй, тоже достаточно сложный вопрос философии, такой как экзистенциализм и других философов. Ницше очень занимался тоже свободой воли, Иммануил Кант, поэтому что тут скромный отец Александр может сказать, тем более в пределах 3-4 минут. Ну, пожалуй, так. Свобода воли есть, предопределение есть, но исходящее из божественного предвидения.